Алексей Павлович Красотин – легенда театральной Чувашии. Он родился в 1920 году в Ярославской области. Его самородный талант, бесконечная преданность искусству, сильная воля и удивительный оптимизм сделали его неповторимым актером. Уникальные качества характера зародились в Алексее с раннего детства. Уже младенцем, так сказать, самостоятельность проявлял. Убегал из дома. Почему убегал, не знаю. Бывало так, исчез. Искать бросаются меня. Нигде не могут найти. Пришли в милицию заявить, а я там сижу в милиции под столом. Или задумал уйти в Москву. Тоже в таком. Но пошел я в обратную сторону. Озорного мальчика родители не ругали. Они были интеллигентными, образованными людьми. Мама Ольга Павловна по профессии учитель занималась воспитанием детей, вела домашнее хозяйство. Отец Павел Николаевич был священником. В Москве в храме Христа Спасителя служил еще в том старом, до разрушения, вместе с Максимом Дормидонтовичем Михайловым. Он был там архидиаконом в храме Христа Спасителя. Вот в Москве, а потом переехали в Новосибирск. Туда перевели отца. В Новосибирске Алексей закончил школу, поехал в Москву поступать в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, ГИТИС. В приемной комиссии Алексей решил прочесть монолог Крутицкого из пьесы Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын», который знал идеально еще со школы. Там поставил вместо крылечка стул, иду, наткнулся на этот стул и говорю, куда я пришел, куда? Домой пришел. Сажусь на этот стул, домой пришел. И все. Домой пришел, дальше, хоть полная пустота, не помню текста и все. Сижу и думаю, я не помню текста, а такие люди сидят и ждут. Я встал, говорю, дальше я забыл. Мне сказали спасибо, можете быть свободным, и я ушел. Не пройдя по конкурсу, он все равно остался жить и работать в Москве, откуда осенью 1939 года он был призван в ряды Красной Армии. Алексей попал служить в ремонтно-восстановительный батальон 4-й легкотанковой бригады. Он легко осваивал новые знания и совсем не боялся тягот службы. Там я прошел все специальности, учился стрелком-радистом, башенным стрелком, командиром танка и, в конце концов, механиком-водителем. Война застала Алексея в Киевской летной школе, откуда весь их курс направили в Иркутскую школу авиамехаников. Закончив ее, он попал на фронт. Нужно было одного человека в боевой, уже в боевой полк на фронт. Мне сказали, выделите одного механика. Я и выделил себя. И, значит, наконец, оттуда уехал. Из запасного полка уехал, значит, на фронт. На счету авиамеханика Красотина 205 вылетов подготовленных машин, а также ремонт подбитых самолетов. Именно он и другие автомеханики в те годы отвечали за жизни летчиков и выполнение боевых заданий, а в свободное время он участвовал в самодеятельности. Так и прошел всю войну до Дня Победы. Радость была неописуемая. Стрельба из автоматов, из пистолетов, из ракетниц, из артиллерии. Вместе с мирной жизнью вернулась возможность учиться и заниматься творчеством, и выступать, в первую очередь на смотрах художественной самодеятельности. Меня вызвал замполит полка и говорит, что, Красотин, в смотре будем участвовать? Чего будешь?
с чем выступишь? Я не знал, на смотре, что я... И вспомнил, что когда-то, значит, еще в школьные годы по программе я знал монолог «Скупого рыцаря» Пушкина. Как-то думаю, хорошо ли я помню это. Ну, думаю, постараюсь вспомнить. И говорю, вот монолог «Скупого рыцаря» Пушкина. Так и началась у Алексея Павловича Красотина интересная, полная творческих идей актерская жизнь. Его пригласили работать в русский театр Северной группы войск в Польше. А в 1948 году, вернувшись в Россию, Алексей начал работать в Ульяновском областном драматическом театре. Жил голодно, зарплата была мизерной. Чтобы как-то прокормиться, Красотин стал заниматься фигурным катанием. Участвовал в соревнованиях, получал от спортобщества талоны на питание, иногда премии за успешные выступления. Так сказать, областного соревнования было, и я принимал участие, а уже я несколько дней хлеба даже не ел. 15 секунд. Я думаю, я сейчас еще один шаг сделаю, и я уже не встану. Я уже не вижу, где небо, где лед. И кое-как, в общем, докатался, и все равно занял первое место. В театре талантливого молодого актера тоже заметили и зрители, и столичные критики, хотя он играл небольшие роли. А в то время так еще существовало. Значит, те, кто лучше, они работали в субботу и в воскресенье. А кто на втором плане, значит, уже в остальные дни. И я был уже назначен, когда шел спектакль «Коварство и любовь», уже в субботу и в воскресенье. Ну, короче говоря, успех был, а денег не было. В Ульяновском театре Алексей проработал до осени 1951 года. Именно тогда в жизни случился поворот, который определил дальнейшую судьбу актера. Он получил приглашение в Сахалинский областной драматический театр на роль Владимира Ульянова. Директор Ульяновского театра отпускать такого перспективного актера не хотел, но вконец уставший от постоянного безденежья Красотин настоял на своем уходе. Он мне, нет, ни в коем случае. Я говорю, да ну куда я на 500 рублей, как я жить-то буду вообще? Вы видите, я до какой степени дошел. Снял этот самый туфель свой, по столу хлопнул. Он говорит, да все, мы сделаем вам 690. Я говорю, нет, я все равно ухожу. А там что на Сахалине? Сразу получаешь полуторный оклад. А потом в то время еще, через каждые 6 месяцев 10% надбавка. Вот, ну, я туда, конечно. В общем, он вынужден был, директор, подписать заявление об уходе. Работа на Сахалине принесла Алексею Павловичу не только первые заработки. Он прошел здесь настоящую школу актерского мастерства, сыграл множество интересных ролей. Для меня очень знаменательным был этот театр, потому что там был великолепный главный режиссер. Это была целая школа, он мхатовец сам. Каждая репетиция была школа, буквально школа. Но самое главное, здесь он встретил любовь всей своей жизни. Знакомился с актрисой, молодой актрисой. Ей был 21 год, мне было 31. Вот, проводила я ее домой несколько раз. И примерно через неделю мы бежали в театр на репетицию мимо ЗАГСа. И мне пришла в голову такая мысль, я говорю, а может быть зайдем, распишемся?
Она сказала, пойдем. И мы пришли, там много народу было, все пары, все повесили носы. Я тут же сказал, говорю, товарищи, разрешите нам вне очереди, мы спешим на работу, нам некогда. Нам сказали, нужно же было время для того, чтобы заявку сделать. Мы говорим, некогда, нам надо на работу. Ну давайте, где свидетели? А у нас никого нет, я тут же вышел, двоих взял из тех, которые сидели, кто они такие, я не знал. Вот. И мы, значит, они согласились быть свидетелями, и нас расписали, и мы дальше побежали на работу. Так молодая, красивая и одаренная артистка Тамара Аршева стала Красотиной. У пары родился сын Владимир. 8 лет Красотины проработали в театре на Сахалине. Они сыграли множество интересных ролей. Однако в 1958 году семья Красотиных переезжает в Тюмень. В Тюменском драматическом театре артисты проработали всего год. Здесь они подружились с Петром Сергеевичем Вильяминовым, а затем вновь переезд, и теперь уже в Магнитогорск. Красотины попали в сильный коллектив, к замечательному режиссеру Анатолию Резинину. Артисты интенсивно работали. Тамара Андреевна играла много главных ролей. У Алексея Павловича, как он и хотел, в репертуаре стало много классических ролей. Актерский опыт перерос в пробы себя как режиссера. В репертуаре театра появились спектакли, где Алексей Павлович выступил постановщиком и ассистировал режиссеру. Но из Магнитогорска им тоже пришлось уехать. Вы должны были уехать из-за сына. Там огромный металлургический комбинат, вот, и сам город располагался на возвышенностях. По одну сторону реки Урал и по другую сторону, а внизу был комбинат. И там оттуда такая чернота шла, что зимой мы, например, белого снега даже не видели. А сын все время болел. И нам посоветовали врачу, надо уезжать, увозить его. Я поехал в Москву на биржу, и там встретил Вильяминова, с которым мы работали в Тюмени. Что, как, что? Я, значит, рассказал, что вот надо. О, говорит, поехали к нам. Я говорю, куда? В Чебоксары. В 1965 году Красотины приехали в Чебоксары. Город нам чрезвычайно понравился. И понравился он тем, что после Магнитогорска-то зеленый, по тем временам чистый, ухоженный. Вот. Но по сравнению, скажем, с современным, он был, так сказать, деревней. А за это время, что мы здесь, он так вырос и так похорошел. Короче говоря, мы не расстроились. Чебоксары стали местом для реализации новых творческих планов. В те годы русский драмтеатр испытывал расцвет, и Красотины органично влились в труппу. Да, я пришел в театр в 1971 году. И труппа, с которой я познакомился, она была в те времена, она как-то была более возрастная, в отличие от нынешней труппы, где у нас много молодежи. И вот первые люди, с кем я как-то сошелся близко, вернее, не как-то ко мне вот сами отнеслись, это Тамара Андреевна Красотина была и Алексей Павлович. А Тамара Андреевна вот на протяжении многих лет уже потом, она как-то меня опекала, она считала меня вторым сыном. Как-то вот так вот. Это были люди добрые, отзывчивые. И очень скоро чебоксарская публика оценила их талант. Алексей Красотин получил сразу несколько ролей в спектаклях современного и классического репертуара. А в 1967 году Алексей Павлович сыграл роль Владимира Ильича Ленина в спектакле «Между ливнями» по пьесе Штейна. Кандидатуру Красотина на эту роль утверждала специальная московская комиссия, а сам актер готовился к роли очень серьезно, чтобы вжиться в этот сложный и интересный образ исторической личности. Это очень интересно было, с одной стороны, и очень тяжело, трудно, потому что одновременно каким-то образом в нем
были и какие-то бытовые отвлечения, и все время били его мозг теми проблемами, тяжелыми проблемами, которые продолжали быть в его жизни. Вот, это была очень тяжелая вещь. Роль стала знаковой в судьбе артиста Красотина. Талант и профессионализм его были отмечены, и в 1969 году Алексей Павлович был удостоен звания «Заслуженный артист Чувашской АССР». Тамара Андреевна Красотина была удостоена такого же звания в 1970 году. С самого приезда актриса была плотно занята в репертуаре. К этому времени чебоксарская публика успела полюбить ее за многогранные роли. Вообще, творческой биографии Тамары Красотиной в русском драмтеатре Чебоксар может позавидовать любая актриса. Главные роли и роли второго плана с блеском воплощались на сцене. Почетного звания народная артистка Чувашской АССР Тамара Красотина удостоена в 1982 году. Были актеры Алексей Павлович старой русской школы, в хорошем смысле этого слова. То есть обладали прекрасной дикцией, прекрасным голосом, звучностью, разработанностью какой-то, вот, знаете, разработанностью нутра, эмоциональностью, страстностью исполнения. Вот все у них это было. Классические роли в репертуаре Алексея Павловича Красотина всегда занимали видное место. Это были герои пьес по произведениям Чехова, Островского, Толстого, Куприна. Театр брал к постановке пьесы и чувашских авторов. Алексей Павлович с успехом сыграл национальные образы. В 1976 году за заслуги в области советского театрального искусства актер удостоен почетного звания «Заслуженный артист РСФСР». А в 1981 году Красотин был награжден орденом Трудового Красного Знамени. С 1987 года Чувашия гордится народным артистом РСФСР Алексеем Павловичем Красотиным. За все годы работы в театре Красотин сыграл более 150 ролей. Он играл самые разнообразные роли. Острохарактерные, характерные, комедийные, социальных героев он играл. Он как-то очень подробно работал над ролью, всегда я замечала. И как-то он был очень разным в спектаклях. Вот иногда актеры бывают, как сказать, как бы он один и тот же. А он был очень разным. Он умел работать над ролью. Красотин был прекрасным партнером и по-особому нестандартно подходил к игре. Мне много приходилось с ним работать в спектаклях в «Гальдоне», в Островском, да много-много. Это был прекрасный партнер. «Любовь и голуби» он придумал, причем он к ролям относился как-то очень особо, как-то он придумал, все сочинял. Вот, например, «Любовь и голуби» он придумал себе там такую штучку, он нюхал лук, и слезы текли у него все время, вот такую штучку придумал. Потому что это действительно был высокопрофессиональный актер, он никогда без какой-то, знаете, вот бывает провинциальной какой-то окраски, что ли, или как-то. Он никогда не тянул одеяло на себя, он знал меру в игре, он никогда не переигрывал. Вот он знал меру, а это культура исполнения. Вот культура исполнения у Алексея Павловича всегда присутствовала. Алексей Павлович и Тамара Андреевна были партнерами на сцене и были заняты в одних спектаклях. В 1991 году Русский драматический театр взял в репертуар пьесу «Морелло. Смех лангусты». Это спектакль о жизни и творчестве великой Сары Бернар. Спектакль для двух актеров. И дуэт Красотиных блестяще справился с задачей. Тамару Андреевну и Алексея Павловича нельзя как-то даже разъединять. Вот они настолько единое целое. Тамара Андреевна Красотина была удивительно красива и несла свою красоту достойно, как и положено актрисе. Она очень за собой следила. Она приехала сюда, ей немного было, ей лет 35, что ли, было. Она выглядела тогда хуже, чем когда умерла. Она так за собой ухаживала, у нее хорошая фигура, она распрямленная такая вот была, понимаете, за лицом, лицо такое прямо, я не знаю, я один раз мы были, когда были в Калининграде на гастролях, а там есть такая вот дорога, трамвай или троллейбус, не помню, идет, а внизу там, вот на ту сторону можно пешком, но вниз, вот так вот надо. Я вдруг в окно вижу, идет Тамара Андреевна.
И вдруг я увидела, как ей тяжело идти. То есть она никогда не показывала. Вот такая молодец. Один раз я по улице шла, и там вниз спускалась, и вдруг смотрю, внизу идет Тамара Андреевна. Она меня не видела, потому что я шла и так гордилась ею. Она так легко шла. Понимаете, а ей было уже, ой-ой-ой, сколько лет. Алексей Павлович и Тамара Андреевна прожили вместе 59 лет. Они были партнерами и соратниками по театральной сцене, любящими супругами в жизни, поддерживали друг друга всегда и во всем, и постоянно были вместе и рядом. Это была идеальная семья. Они любили друг друга. В свое время Тамара Андреевна заканчивала спектакль, звонила: Лешенька, я выхожу. Я ее провожал, мы с ней вместе шли до остановки. Я ее провожал до остановки, там Алексей Павлович ее встречал после каждого спектакля. Это когда он уже не работал. Традиции творческой династии Красотиных продолжает их сын. Поехал тоже сдавать в Москву экзамен в тот же самый институт, в котором меня не приняли. Но я тоже, откровенно говоря, не очень надеялся, что он поступит. Вот. Но только я ему одно посоветовал. Говорю: слушай, будешь когда не зажимайся. А что тебе пришло в данный момент в голову, то и делай. Пусть это будет глупость, неважно. Но чтобы вот такая свобода была. Вот. И он поступил. Хотите, не хотите, но гены не есть гены. Он уже не задумываясь, так поступил в ГИТИС, получил хорошую школу, он учился с Татьяной Вездеевой и с Александром Абдуловым на одном курсе. В общем, хорошая школа была. Потом он в Белицком тюзе у Шапира, у хорошего режиссера работал. Потом у Юденича, вот, я знаю, театр Юденича, модерновый театр был, новаторский по тем временам. Но я до Красотина знал. В общем, хорошая школа. Володя, когда пришел сюда, он был, знаете, он как-то был на голову выше всей молодежи. У него хорошие внешние данные, музыкальные, играл на гитаре, пел. Ну, как-то так, в общем, и в ролях он был как-то очень, первым номером всегда шел. Далее наследственный актерский талант Владимира Алексеевича развился в режиссерский дар. А вот у Володи есть такое качество, он, как сказать, демократичный, толерантный, какой-то такой вот по отношению к актерам. Он ставит задачу, говорит, что надо сделать. А актер, он пускает его в свободное плавание, ну почти так свободно, где-то помогает, где-то что-то такое, дает возможность самому творить. И вот тогда ты чувствуешь, что ты вжился в роль, что это твоя роль, что ты ее сам создал где-то. Вот это уже совершенно другое дело, совершенно другое ощущение, когда ты выполняешь чужую волю, вот через «не могу», «мне не нравится», «это не мое». Вот режиссер сказал, надо. На счету режиссера-постановщика Государственного ордена «Знак почета» Русского драматического театра Владимира Алексеевича Красотина более 40 спектаклей. Большинство своих спектаклей он к тому же музыкально оформил. Очень чутко подходит к материалу. Он не просто так берет: вот там сегодня прочитал, пьеса понравилась, пошел ставить. Ну, не считая так легких комедий каких-то. Он вынашивает, там огромное количество пьес лежит у заплит. Надо все это перечитать, надо что-то выбрать. И вот он выбирает пьесу какую-то, и он думает, он где-то через год, может быть, где-то ставит, через 6 пьес, он все время думает, он все время ходит, он уже живет этим. Надо сказать, что Красотин-старший тоже пробовал себя в роли режиссера и даже художника-постановщика, вел общественную работу, а когда это стало необходимо, не побоялся взять на себя ответственность стать директором театра. Вы знаете, он по натуре человек мягкий очень, а для директора нужны качества такие, знаете, жесткие, волевые. Он не мог сказать, хлопнуть кулаком по столу, сказать, что вот так вот надо и все такое. Зато решение уйти со сцены, которое принял Алексей Павлович, было твердым. И случилось это в 1995 году. Когда мне исполнилось 75 лет, я чувствовал, что все, мне подходит конец работы. Потому что память меня стала подводить. И мне, так сказать, дальше работать просто совесть не позволяла. Я забывал текст на сцене. Это позор. И в 75 лет я сказал: все, дорогие товарищи, я ухожу. Знаете, вот не всякий имеет такое мужество уйти вовремя со сцены. Есть такая поговорка, говорят, что лучше уйти на день раньше,
чем на год позже. Он это сделал, он почувствовал, хотя еще мог работать. Он был, еще в полном, не в полном расцвете сил, но во всяком случае возможности у него были. Но он решил, вот так вот ушел, и все. Я очень удивилась этому, потому что думаю, почему Алексей Павлович вдруг собрался уходить, потому что он настолько здорово играет еще и полон сил и так далее. Для себя так решил уйти из театра. Вот. И я считаю, что, в общем-то, это была огромная потеря все-таки для театра, потому что, на мой взгляд, это уходил последний из могикан. И пусть на меня не обижаются актеры нашего театра, я не говорю про молодых, но, в общем, мне кажется, у нас такого актера на сегодняшний день нет. Бывшие коллеги всегда вспоминают Алексея Павловича как удивительного, чуткого и понимающего человека. Можно было поговорить о чем угодно, просто побеседовать, что-то такое. Иногда бывают такие моменты, когда вот на что-то обижаешься, что-то злишь, что-то раздражает, что-то такое. Он говорит, у тебя вот юношеский максимализм, ты вот пусти, вот если ты вот уж выбрал эту профессию, то тащи свой крест до конца, бог с ним. А то бывали моменты, знаете, когда вот брошу театр, опять были такие моменты. Зрителей мало, и вроде как зарплата, и как-то вот это вот что-то такое, так вот по халтурам бегать, как-то так, в общем, устаешь. И кому? Вот Алексей Павлович, он как-то вот так, взрослый человек, мудрый человек. Впрочем, сейчас мы с ним общаемся, я поздравляю с праздником, прихожу к нему иногда домой. Если честно, от него всегда шла такая хорошая энергетика. Его появление никогда не вызывало у меня ни волнения, ни стрессов каких-то. Он всегда такой улыбался, всегда здоровался хорошо, всегда что-нибудь такое вот скажет, он такой интеллигентный был всегда. Чувашская земля гордится театральной династией Красотиных. Алексей Павлович и Тамара Андреевна всю жизнь отдали театру. Нашему зрителю повезло, что удивительный талант актеров полностью раскрылся именно в Чебоксарах. Красотины сделали все, чтобы театральное искусство развивалось, чтобы театр по-настоящему оставался очагом культуры. Потому что надо помнить актеров, которые внесли огромный вклад, действительно без преувеличения, внесли огромный вклад в развитие вообще нашего театра, в историю нашего театра. Историю государственного ордена «Знак почета» Русского драматического театра города Чебоксары будут продолжать новые поколения актеров. Они будут следовать славным традициям и завету удивительного человека, обладателя уникального таланта Алексея Павловича Красотина. Стараться с самых первых репетиций уметь услышать актера, партнера, слушать и слышать, и, соответственно, добиваться в себе такого ощущения, как бы я ответил на это, как бы я ощутил это. Давать партнеру какую-то мысль и воспринимать от него. В этом, собственно, и заключено действие на сцене, что основа всех основ – безграничная любовь к театру. Это прежде всего. Если этого нет, то никакие средства, мастерства и всего такого ничего не поможет. Только любовь. И отсюда ради этой любви самоотверженность.